У войны нет лица, у войны нет возраста, нет пола и национальности. Война ужасна, война не выбирает. Или ты идешь в школу и получаешь образование, или работаешь в колхозе. Родители соглашались на такой шаг, лишь бы младшим детям, бабушкам и дедушкам было что кушать. Работали на полях, на фермах, выполняли работу, порою непосильную для детского возраста. Мы в этом фильме познакомим вас с Беляевой Надеждой Родионовной, на чьи детские плечи легли тяжелые военные испытания. Она родилась в 1939 году в селе Тыловыл-Пельга Вовожского района Удмуртской ССР. Надежде не довелось учиться. После 8 класса пришлось идти работать, чтобы помогать семье. Всю свою сознательную жизнь она посвятила животноводству. За многолетний трудовой стаж она награждена медалью «Ветеран труда». Надежда Родионовна, в каком году вы родились и ваши самые первые детские воспоминания? 1939 года, 18 ноября. Чуть что делать умеешь, шепки собирали, в колхозе посылали нас. А есть как хотелось. Корни вон мы ели. Вот, Надежда Родионовна, а родители чем занимались? Да. Ведь работали с утра до вечера. Да, родители. Вот до войны у меня отец работал бригадиром тракторной бригады. Младший брат бригадиром столярной работы, плотницкой, у отца. Ну и вот на 15 минут у меня отец опоздал. Ходили же пешком большую учу. Опоздал. Вот в понедельник уйдут, в субботу придут, ага. И больше он у меня не вернулся. Все, мама потеряла. Нету отца, и все, нету. С работы больше нету. А вот почты раньше ничего ведь такого не было. Она у меня еще неграмотная. Почты не было. Вон люди вот, старинные люди, все вот как-то надо ведь известие-то получить. И вот у них, наверное, может, у удмуртов, может, у других есть милостинку, какую-нибудь милостинку на скобу ворот привязывали. Но это бы, чтобы никто не знал ночью, от кого и кто. И это, ну вот, кому может, ко мне к нам принесут. И это уже с молитвой эту милостинку ели, известие. Вот получали это вот так. А война началась, у меня отца нету. А младший брат был на войне, нынче уже надо ему приехать. Война началась, не приехал, был танкистом. А отец, война началась, через 2 месяца, что ли, после войны он вернулся. А он был там, где война началась. Казарму, говорит, разбомбили. И кто как вышел, кто как бомбежка ночью началась. А потом бомбежка кончилась, стали у кого, говорит, головы нет, у кого руки, ноги нету. Но отцу ничего не задело. Сейчас отца не принимают ни в армию туда, красноармейцы не принимают. Там, говорит, они ведь в кальсонах, вон в нижнее белье выбежали там. Там-то, говорит, одежду дали, ну кое-как, когда он 2 месяца только домой собирался, добрался. По лесам, да когда. Ягоды, да, что-то ели. Вернулся. Вот милостинка-то вот дали, Бог помог. А сейчас уже тут пошла мобилизация. Он приехал, пошла мобилизация. Расписываться, она у меня не расписанная была, в сельсовете сразу расписывались. Ну и вон он поехал. А это уже мне Исмуржин Тукташ рассказывал. Их раньше был Сюгинск, сейчас Можга. Там собрали, а он у нас в действительной службе-то служил кавалеристом. Ну и я все ее искала как кавалериста. Думала, там у Буденова он служил вроде бы. Я ее все искала. Ну и потом этот Тукташ-то и говорит, нашим деревенским сказал, кто где служил,
не выходите. А у нас в кавалерии служил. А этот Тукташет в артиллерии служил. И вот он нашим-то и говорил: не выходите никуда, два шага вперед. В артиллерию идите. Артиллерия, говорит, сзади идет, а пехота идет впереди. Никто, говорит, не послушался. Кавалеристы сказали: у тебя, говорит, отец 2 шага вперед сделал. Это мне Тукташ сказал уже с мужем, после уже. Ну и война началась, письма-то шли, а его начали учить в офицеры. Мама говорила: офицеры. Офицер письмо послал так: 25 лет буду служить, а потом не буду служить. Мама моя офицерова жена, да ведь. Все, до 25 годов только служить буду. Это он письме-то писал. Ну и, а потом письмо написал: будет большая битва, молись. Это чтобы живой остался. Ну, мама-то молилась уж, наверное, да. А потом все, писем нету. Ему пришло облигации, деньги и подсигар. Маме. Мама не поняла, что это. Письмо-то писать не может. В сельсовете писали письмо-то по печати обратно. Я не понимаю, в чем дело. Откуда это? Ну, ей написали объяснительное: умер от ран, как офицер, так это 3 дня ждали музыкой похоронили. Похоронен в деревне Викторовка. Эту Викторовку я все искала. Сталинградская битва. Это Викторовка-то. Это там. Ну, я книги читаю, всякие все военные. А потом... А маме обещала, вот я найду. Военные журналы, все, газеты «Красная звезда» выписывала. Вот книгу читала. Сталинградская битва. Константин Симонов написал, он военный корреспондент. И вот разложена вот так книжка. Там был лейтенант Король, вот тут абзац. А потом на этой строчке 2 строчка лейтенант Корольков. А инициала нету. А я офицера ищу. Я при маме же его, оказывается, нашла. Вроде бы, может быть. Она вот никому не верила. Люди-то раненые, да идут, ага, похоронка. Ее в Учу вызывают. На ферме работала она. Это уже я помню. Вот вызывают в Учу, а почтальонка у Лиды Козиной сейчас, мать почтальонка, девчонка работала. Она похоронки-то дать не посмела. Она боялась, в общем, это, ну, девчонка боялась, говорит, письма так радость, а похоронка так. Она не дала. И вот ее в Учу вызвали, а потом дали, говорит, похоронку от старшего брата, от дяди Пети. Потом от младшего танкист, вот на Курской дуге он там похоронен, Обаянский район. А потом отца. Я, говорит, упала, не помню. Это 3 похоронки. 3 похоронки за раз в Уче дали. А потом опомнилась, стала так: не плачь, тебе надо воспитывать дочь, его не вернешь. Вот так. Значит, Все ждала, а потом уже у нас дом-то там в углу был. Этот мой муж уже Артем построил, а там погреб. Она все облигации, вот такой папке было, облигации, письма, и что, может, что-то. Туда закопала в погреб. Яму-то надо закрывать, и она и сказала: все, я сейчас похоронила мужа. Все ждала мужа. А потом эта книга памяти в сельсовет пришла. Прочитала там своего отца, Сталинградская область, деревня Викторовка. Сталинградская битва, так и сразу вот этот абзац-то, вот этот Константин Симонов-то мне все сразу в башку мне пришло. а значит, получается, ваш отец погиб Может в быть, раз Сталинградская битва, да. так, да. Он раненый попал
В Викторовке там, наверное, это было. Старший брат под Ленинградом похоронен. Младший под Курском, Обаянский район. А вот сами-то вот как вы жили вот эти А, военные годы? А во время войны работали. Мама на ферме работала. У нас это я одна, да, без квартирантов не жили. Кормить нечем. Людям ничего не было давать. Пятидневка была, трехдневка. Вот 3 дня, не знаю, на человека это 100 грамм, не знаю, на рабочие не знаю. Ну, 100 грамм в день, 100 грамм. Вот муку в платке носили. Если 3-дневка, 300 грамм, если 5-дневка, 500 грамм. И вот суп-то, ну, картошка-то была, картошку, ага, и вот болтушка станем, сколько она эту муку на 3 дня делить надо, ведь 100 грамм-то. Хоть маму один раз, хоть тут мать положь. Вот куда она положит? Так ощущение, как если хочется. Что только попало, только ели. В поле пойдешь, мама не пойдет. Дети ходили, крахмал-то оставалось. Так. В наше поле, я не знаю, Иваново-Вознесенское поле туда ходили. Все нас оттуда выгоняли. Нам тоже ведь надо. Этот крахмал это можно еще есть. А вот это суп сварит с картошкой. Это с лебедой хлеба туда накрошают. Есть и невозможно, так горько. А вот зачем она мне молоко не давала? Молоко туда нальет. Ну, стакан бы молока хоть бы дала. Я не помню, чтобы она мне молоко давала. Сейчас вот помню, что я там суд настоящий. А, лучше бы выпила молока, чем Да, этот да, есть да, суп, да. Ой, не дай бог, как есть и хотелось. Вот весна начинается, рожь посеют, рожь-то ведь это первые колоски-то дает. Вот мы эти шепки нарвем, а вот суп-то варишь, ну, горнушки-то там огонь ведь туда сунешь, эти иголки-то, Сгорят. а молочной там поджаристой, ой, вкусно. Вот лакомились. Это лакомство уже наше было. Один раз по малину ходили. Ну, летом было проще, да? Да, Ягоды, летом мы туда в Изопельгинский лес в огороде. ходили. У нас ведь 6 колхозов. Это колхоз-то был. У нас-то 1 май, а за церковью там уже трудовик, а тут фронтовик, а там Петроключ. Кочергур-трактор, а Бердутская, не знаю, по реке. Там какая река течет там. Пинжанка. Ну и вот, идем, а тут, как с лечебницы-то спуститься, народ у моста-то тут, ага, не у моста, вон тут, на изгибе-то. А у нас полные карманы этих шепок, колосков, ага. Это ведь нас ловить собрались, мы обратно в лес, и через лес, и тут уже через мельницу пришли домой. Поймают ведь нас. Воровать нельзя ведь. Да, опасно было воровать. Ой, это жизнь. Свободное время, вы же, ну, работали постоянно, но выпадала же свободная минутка. Чем вот вы, как Сейчас дети занимались, играли, ведь все равно как-то... Мы с Глашей, с Даниловой все были. Вместе, Подружки? Подружки, да, все вместе были. Вот этот Кондратьев, они дом построили, вот у Глашу отец поставил. И этот вместе все мы с ней были, играли. Ну, как это, домики делали. Сейчас интересно скажу. Домики делали из досок. Ну, раз домик, так надо уж тут полежать. Ну, мы легли, она вон травку взяла, да мне в нос сунула. У меня кровь потекла. Ну, Порезала. мама пришла, я решила сказать так. Она вон сходила к речке, принесла вичку и меня нахлестала. Первый раз ее, 1 раз в жизни Значит, не пожалела, а наоборот наказала. наказала. Не жалуйся никогда. Будет холодно, терпи, будет жарко, терпи. Будешь сама хорошая, никто не будет плохого тебе делать. А работай так, чтобы была довольна своей работой. Ни за кем не гонись. Чтобы радость тебе работа дала. Работай так. И я всю жизнь вот так и стараюсь.
чтобы я была удовлетворена своей делом работы, своей работой. Это я Вот она понял, меня всё. наклистала так. Чужого не бери, не наешься и не оденешь. Не наденешь, не наешься. Вот она так сказала. Вот моя мама. Вот, наклистала. А потом, что, если то хочется, огурчики такие, мы соберем и съедим. А потом она говорила, дочь вырастет, и огурцы будут. Ну и сейчас по хлебу. Ну, мы с Глашей-то по хлебу. Вроде бы уж больше, что ли, дали. Она испекла каравай. Ну, каравай-то терли картошку. Это я терла. Каравайчик маленький был. Ну, испекла. Пошла на работу, а мы с подружкой ее съели. Она пришла. Она думала, что хлеб буду есть, а хлеба-то нет. Вот мамины первые слезы я увидела. Мамины слезы. Она меня не ругала, но заплакала. Это тоже не забуду. А давайте вспомним ваши школьные годы. В каком году вы пошли в школу? Как учились? Где учились? И в какое Как время вот ходили? вы и работали ведь тоже, и учились, наверное. Да, в школе-то у нас тут, где сейчас гараж, что там стоит, там какой-то дом был, там мы учились до 4 класса в начальной школе. Первый раз-то меня не приняли, я говорила, это у Колзина Вовки мать Валентина Андреевна учительница была. А почему не Маленькая. приняли? А он Октябрьская, а я Ноябрьская. Я не знаю, сказала маленькая, вот и все. Ну, может, А я по думала возрасту по еще не росту. подходило. Значит, А Вовка-то Сентябрьской. Я с Маней Бакишевой тут одногодки пошли было так. А потом я воспалением заболела, в уче лежала. Потом опять и вот и не пошла. Год потеряли. Мы же босиком, бесштанная команда же мы. И этот в лаптях, портяным. Овечек держишь, шерсти-то нет. Надо сдавать, яички надо сдавать, молоко сдавать, все сдавать. Во время-то войны. Если не сдал, овечку вывели, увезли. А деньги-то где? Трудодни ведь были. а как вы одевались? В чем ходили в школу? Ой, портяное. Мама, вон у меня мастерица была, она все пряла, ткала, холст, портяные клетки всякие клетчатые она. Это платье и все. Ну, и вы не отстаете, А? знаю, и вы не отстаете. Ну, Да. А на ногах что носили? на Была ногах обувь? лапти, да онучи. А тут-то, ладно, зимой вон портяные штаны вот наденешь, да эти-то горят. День. Утро началось, вы пошли в школу, да, это на занятия Ну. как бы. Отучились, потом работали, да? Вот работали, шепки собирали, да, что да. Ну, это грабли. обязательно было Да. работать. А это еще в школе кормили. Суп с картошкой, только картошка. Вот у кого родители, отцы есть, их не кормили. А у кого нету, тех кормили. Вот если вперед попадешь, картошка тебе попадет, а потом последним один пуль бегом бежали. Чтобы первыми успели Ага, больше ай. поесть. Да, а потом, что, в школе училась, после школы уже как? В начальном-то школе, наверное, шепки собирали, да, грести ходили. На сенокосе, да? Да, грести, Сено вот загребать. старуху нам поставят, от них-то нет. Пенсию-то ведь не давали, не было пенсии-то. Ну, там работали. А потом работала, в сентябре в школу идешь ведь. А там уже кто как работал. Хвалят, ой, радости-то. Похвалят, да. А На вот- похвалах только и жили. Вот. Вот и вон магазин-то тут стоит. Там было стенгазета. Один крокодил, один молния. Молнию хорошо работает. Кто сколько выжал, кто сколько покосил, сколько сотков. А кто тут план не выполнил, в крокодил попадешь. И каждый день. Стимул Вот. такой. Ага, чтоб крокодил не попасть, лучше в молнию попасть. Вот Да, за это и старались работали. А свободное время было, чтобы вы могли поиграть? Вы же маленькие были, все-таки дети хотелось, наверное. Так играли. Вон этот
Тут Максимныри доиграли, праздники доиграли. Вечером играть ходили, на улице играли. После работы уже. После работы. А вот какие игры были, может, любимые, вот до сих пор помните? Какие игры? В лапти играли. В лапти это телефонный столб. Тут вокруг этого столба старых лаптей полно было. Вот бегают тут, этот я караулю у столба, а ты воруешь этот лапоть. Если ты сумеешь воровать, значит, ты туда стал сторожем. Потом ямки такие, мячик туда делали, бросали. Ну и в хоровод уже вечером хоровод, да. Это ты, мы так идет, ага, а мы просто сеяли, вот это делали. Вот такие играли. Еще уже потом побольше стали, так надо было репетицию. Каждый праздник к концерту готовились. А какие концерты ставили? Каким праздникам? Всем. Артистов-то ведь не было, а сейчас концерт ставить не ставят. 1 мая на концерт. Каждый праздник, все концерты надо в клуб. 7 ноября, 9 Все, мая. ага, и Новый год, и все. Концерты ставили. А сколько классов вы закончили? Я закончила 8. Так. А каждый год, это сентябрь не работали. На линейку-то сходишь, в сентябрь куда-нибудь в колхоз пошлют. В колхозе. Мы были путь Ильича. В сентябрь поработали, а потом 19 числа в октябре 18 дней проучилась. Мама сказала, она на откорме свиней работала. Все, больше нету силы. Все, пошла свинаркой. Начала работать. А во время школы, когда учились, копнильщиком работали, в Совчинникова Юля, его соседкой, подружки. Это ты раньше комбайном-то ведь копнитель это один, а транспорт по транспортеру, то есть солома-то идет, а ты с граблями туда утрамбовываешь. Вот с ней все копнищицей. А потом оттуда придешь, надо на репетицию идти, а еще надо поиграть на улице. Спать некогда. Надежда Родионовна, вот в нынешнем поколении молодежи что нравится и что не нравится вот вам? И что бы вы хотели им пожелать? Мне хочется, чтобы со школьной учили их работать. Раньше школьников у шофера был помощник, ученик. У тракториста был помощник, ученик. Всех куда-нибудь, у комбайнера тоже помощник. Учеников учили в школе трудиться. Тракторист, он уже из школы выходит трактористом. В школе учили. А сейчас этого нет. Сейчас работать нельзя. Уже тут говорят, работать нельзя, не надо. Лодырей воспитывают сейчас. А если человек с малых лет не будет работать, да как он работать не будет? Он уже не хочет работать. Вот мне, чтобы вот это со школьной скамьи, чтобы учили работать. Тогда он будет человеком. Еще хочу, чтобы у молодежи был клуб. Мы в клубе были. У нас репетиция, ведь с гармошкой танцевали, на свинарнике работали. Опять скажу. Одежи-то нет. Вот кто на ферме работает, то ли кирзовые, то ли большущие резиновые сапоги дадут. Вот это, ага. А тоже платье, оно шуршит, замерзнет. Юбку наденешь, в клуб пойдешь. Душились так, да? О, аромат пришел. В кирзовых сапогах. Ладно, что у него все кирзовые, вот на фермером. О, наша молодость.